Представляем победу сегодняшнего матча. Судьи башкирской хоккейной лиги. Главный судья Ильшат Кадыров, Александр Степачев. Ворота команды БГК защищает Дмитрий Корнилов, номер 88. Ворота команды Уралец защищает Рустем Ахунов, номер 11. Добрый вечер, уважаемые болельщики. 17 часов 25 минут уфимское время. У нас очередной воскресный день, уикенд, называйте кому как удобней. В прямом эфире Башкирская хоккейная лига показывает свои прекрасные матчи. И эта игра, это противостояние команды Уралец и хоккейного клуба БГК. Возможно, для тех, кто не знает, состав команды Уралец в основном представлен из депутатов Курултай собрания Республики Башкортостан. Ну а БГК это у нас башкирская генерирующая компания. Да, чуть-чуть логотипчик что-то не тот на плашке, но я думаю, ничего страшного. Ранее уже прошла одна встреча. Там у нас встречались представители УФСИН и Баш-РТС. И эта игра завершилась со счетом 5-0 в пользу управления Федеральной службы исполнения наказаний. Первую свою атаку продемонстрировал Уралец. И давайте, наверное, представим состав участников. Начнем с номинальных гостей. Это у нас команда БГК. Дмитрий Корнилов, как уже сказал судья-информатор, мой коллега-диктор, обороняет ворота команды Дмитрий Корнилов, номер 88. Полевые игроки генерирующей компании: Руслан Асадуллин 4, Денис Кисамудинов 6, Эдуард Хабиров играет под номером 7, Станислав Калач 8, Николай Казаков 9, Андрей Озеров 13, Владислав Габдулин играет под номером 17, 18 Рустам Усманов, Олег Пихенько номер 20, Наиль Габидулин 21, Ильдар Ахмедзянов номер 26, Каров Александр 27, под номером 60 ровно играет Камиль Хамитов и Флорид Сакаев 74. Замыкает состав полевых игроков Ринат Мустафин под номером 83. БГК у нас в атаке. Калач сейчас отдала передачу направо на партнера. И тут уже где-то перед воротами Рустема Ахунова потерял вдруг равновесие. В очередной раз Калач предпринимает попытку броска, но пока каких-либо результатов это не приносит. Состав команды Уралец. Голкипер Рустем Ахунов, номер 11. Полевые игроки: Евгений Ахмадуллин 2, Юлия Краснова играет под номером 6, 8 Александр Меркулов, Егор Попов 9, 10 Сергей Иванов, 11 Рустем Ахунов, Григорий Долбин 12, Камиль Гулев играет под номером 18, 21 Альберт Газизов, 78 Максимов Дмитрий, 85 Ильдар Сафин, 91 Ивлев Кирилл и номер 99 Степан Полянский. Четыре минуты встречи позади. В целом пока присматриваются друг к другу
коллектива. Ничего такого сверхъестественного мы с вами пока не увидели. Но вот разве что, возможно, мне показалось, если вдруг в чем-то я не прав, поправьте, дорогие друзья, пока на данный момент БГК смотрится поактивнее. Уралец демонстрировал, да, несколько своих атак. Но вот как-то в большей степени на первых минутах игры проявляет себя команда БГК. Все внимание приковано на точку вбрасывания. Здесь от уральца Степан Полянский, и противостоит ему коллега по цеху Александр Каров. Ну, по хоккейному цеху коллега, да, ну, по сути, в данном моменте соперник. И Самудинов отводит угрозу на себя. Точнее, представляет он угрозу для своих соперников. Подождал, пока подъедут партнеры. Здесь уже справа на Эргибидулин. Контролирует снаряд. Хабиров открытый. Может быть, через него стоит разыграть? Нет, на Эргибидулин. Все-таки как-то решил обмануть всех. И самое главное здесь не обмануться самому, да, в таких ситуациях. Но, впрочем, пока благоприятно все складывается для БГК. Хисамудинов направо. Тоже получает обратный пас. И счет открыт в этом матче. Хоккейный клуб БГК. И, в частности, Денис Хисамудинов открывает счет 1-0. Давайте еще раз посмотрим, как это было. Вот, получил он обратный пас от своего коллеги. Ну и вот уже фактически, да, воспользовался моментом, что Рустему Ахунову закрывали обзор. Не совсем он там его контролировал, безусловно. И, как мы видим, Александр Меркулов находился перед ним, что однозначно не способствовало, да, хорошему обзору. БГК на 7-й минуте матча открывает счет этой встречи. Ну и пока все внимание приковано к уральцу. Чем сможет ответить этот коллектив, потому как, ну, просто отпускать эту ситуацию не в манере команды «Уралец». Позволю напомнить вам, дорогие друзья, «Уралец» — это у нас действующий чемпион башкирской хоккейной лиги, потому как в том году именно они поднимали кубок над своими головами после победной игры. Чатик наш при трансляции активен, дорогие друзья, вещаем на YouTube. Если вы смотрите эту трансляцию, то, соответственно, знаете, но хотелось бы напомнить, чат активен. Любые пожелания, предложения, может быть, кричалочки за свой любимый клуб приветствуются и, конечно же, будут озвучены в прямом эфире, если они приемлемы для прямого эфира. Дмитрий Корнилов крупным планом на ваших экранах. Крупным планом, крупный голкипер, крупный Дмитрий Корнилов. Показал нам его оператор. Отдельное спасибо за этот прекрасный кадр. А вы знаете, да, не показалось мне, все-таки ворота сдвинуты, рефери обратил также свой взор на этот момент, и, соответственно, в рамках правил игра должна быть остановлена. Ну что ж, немножечко статистики. Хоккейный клуб БГК у нас идет на 4-м месте в турнирной таблице. 9 игр в их зачете. 2 удалось урвать из цепких лап соперника в основное время, а вот одну игру также в серии после матчевых бросков. 21 шайба в зачете БГК, 35 пропустили. 9 очков в целом по итогу проведенных игр. Команда «Уралец» идет на 5-м месте сразу после БГК. Разделяет их, по крайней мере, то, что для «Уральца» это уже 11-я встреча. Для БГК только 10-я
У уральца аналогично, как и у генерирующей компании, одна игра. В основное время одержали победу и одна игра после матчевых бросков. Разница забитых и пропущенных: 29 шайб забил уралец, 60 пропустил, 21 и 35 у БГК. Но вот исходя из этих показателей, да, можно смело отметить, что уралец забивает больше. Вот. Но и в целом, дорогие друзья, также и пропускает больше уралец, чуть ли не в двоекратном размере, согласно статистике на прекрасном сайте bhl-sport.ru. Если вдруг кто-то не был, обязательно заходите, посмотрите, ознакомьтесь. Как нас уверяли организаторы, что в ближайшее время здесь заработает раздел «Магазин», где нужно будет приобрести сувенирную продукцию с символикой Башкирской хоккейной лиги. Кому интересно, загляните, посмотрите, уже образцы фотографий есть, чехлы на телефон, худи, футболки, значки, кружки. Ну, в общем, все по высшему разряду, как положено. Также, насколько мне доподлинно известно, что в течение недели разыгрывали эти самые крутые подарки на радио Energy. Башкирская хоккейная лига проводит розыгрыш. И здесь опасный перехват, добивание снова. Хисамуддинов оформляет дубль уже в первом периоде. Уложили на лед, да, в буквальном смысле этого слова, Рустема Ахунова. И, воспользовавшись этим моментом, пока там голкипер, ну вот обидно, наверное, для Рустема, да, что все-таки первый бросок-то он контролировал полностью. И обратите внимание, в ловушку до последнего мгновения предполагал, что Рустем зафиксировал шайбу, но предательски выскочила она из его амуниции. А вот уже эту ошибку Ахунова, естественно, Денис Хисамуддинов не простил. Так вот, в течение недели разыгрывала сувенирную продукцию Башкирская хоккейная лига на радио Energy. И также подсказывают, что в Телеграме и WhatsApp радио Energy можно принять участие в этом розыгрыше. Поэтому, дорогие друзья, не стесняйтесь, присоединяйтесь, может быть и вам достанется что-то из сувенирной продукции БХЛ. Или даже более того, возможно, уже кто-то участвовал в этом розыгрыше и какую-то получил сувенирную продукцию. Не стесняйтесь, подскажите нам, как это сделать, что нужно сделать, и как там сам продукт достойный или нет. Ну, ладно, так уж и быть. На тему качества продукции скажу вам по секрету. Волею судьбы досталось мне. Пришлось быть обладателем прекрасной каскетки с логотипом БХЛ в черном исполнении. Прекрасный логотип Башкирской хоккейной лиги. В виду находится на лицевой стороне бейсболки, сзади название партнера, титульного партнера. Это группа компаний Astrum. Вот, сама по себе бейсболка очень качественно выполнена. Знаете, иной раз берешь какие-то вещи, вот в руке держишь и понимаешь, что, блин, ну вот что-то здесь не то. А иной раз, вот как в ситуации сувенирной продукции БХЛ, берешь вещь в руки и понимаешь, что, ну, блин, вот эта вещь как бы классная, крутая, действительно качественная. Потом есть у меня классный значок БХЛ и также термокружка отличная. Поэтому всем рекомендую, дорогие друзья, если вдруг у кого-то еще нету, во-первых, можете принять участие на радио Energy, во-вторых, в ближайшее время запустится у нас магазин на сайте. Еще раз на всякий случай скажу, bhl-sport.ru.
0-2 счет на табло по-прежнему. 2 шайбы за Денисом Хисамудиновым. Это номер 6 в составе БГК. Ждем, наверное, какую-то ответную реакцию, да, на эти действия от коллектива «Уралец». Не вижу я сегодня, к сожалению, в заявке, допустим, Антона Матрёнина, да, и еще несколько человек. Но, тем не менее, коллектив даже без своих лидеров продолжает бороться за победные места в турнирной таблице БХЛ. И вот сейчас матч с БГК, конечно, начало его не самое лучшее, да, для уральцев. Уже 2 шайбы пропустили, 2 минуты до окончания первого периода. И сейчас просто что-то необходимо здесь как-то выходить из данной ситуации, сложившейся уральцу, проявлять характер. И обыгрывает соперника Полянский на точке вбрасывания. После вбрасывания шайба остается за белыми. Андрей Озеров вдоль борта перенаправляет игровой снаряд на партнера. Там у нас находится Ренат Мустафин. Хамитов, можно через право на Мустафина, уже убегает он, но нет, здесь капитан Андрей Озеров. Какую комбинацию, да, решили разыграть представители БГК, и Озеров на опыте с оттяжкой тогда перенаправлял шайбу уже на пятак, где находился его коллега. Но последний как-то с приемом полноценно разобраться не смог, к сожалению, для болельщиков БГК, а для коллектива «Уралец» и зрителей, кто поддерживает этот клуб. В целом это только идет на пользу. А Мустафин из-под защитника находился там. Александр Меркулов, да, и вот такой хитрый достаточно бросок сейчас нам продемонстрировал Ренат Мустафин. И браво, на самом деле, Рустему Ахунову, что вовремя отреагировал на него. Первый период окончен, немножко отдохнем, возвращаемся ровно через минутку. (0-2) счет на табло в пользу башкирской генерирующей компании.
10-й тур БХЛ, который, собственно, проходил на прошлой неделе у нас, да, 4 февраля. Хотелось бы озвучить результаты. Команда «Уралец» встречалась с представителями УФСИН. Уступили они по ходу встречи со счетом 1-4. И единственную шайбу в составе «Уральца» ворот противника забил Илья Джиганенко, номер 68. И согласно сегодняшней заявке Ильи мы не наблюдаем в коллективе «Уральца». Вот, возможно, как раз-таки в таком нелегком матче соперником в виде генерирующей компании. Ребят, которые чаще всего забивают, наверное, были нужны. Но в целом ничего страшного. И помимо Ильи Джиганенко, который очень активное участие принимает в атаке, да, безусловно, очень ценный игрок. Ну, помимо этого, состав «Уральца» может похвастаться мастеровитыми игроками. У нас очередное взятие ворот. Как раз только хотел я рассказать вам про прошедшую игру башкирской генерирующей компании. Давайте посмотрим вместе еще раз на повторе. Здесь просто в обвод всех точная передача на Флорида Сакаева, который не оставляет никаких шансов Рустему Ахунову. 0-3 становится счет в этой встрече. Передача Станислава Павловича, номер 8. Шайбу забросил Ренат Мустафин, 83. Поправка. Шайбу забросил Флорид Сакаев, 74. Да, затаил дыхание и ваш непокорный слуга, потому как отчетливо я видел, что был это Флорид Сакаев. Ну что ж, все мы далеко не идеальны, поэтому могли и осмотреться. Возможно, судья информатора, возможно, и все-таки подсказывает, да, ему где-то и судьи. Не всегда со всех ракурсов можно разглядеть происходящую ситуацию, но благо есть у нас трансляция, и вот с нашего ракурса было отчетливо видно, что все-таки это Флорид Сакаев. Тихенько. Вдоль борта на Мустафина, но здесь Ахмедзянов уже. Мустафин закатился в зону соперника чуть пораньше, и, соответственно, на этом фоне уже получилось положение вне игры. Бросок Камиля Гулова, и вот не только игроки, но и, по-моему, Дмитрий Корнилов, да, перестал контролировать шайбу, а именно ее местоположение. Долбань. Протиснуться вдоль борта не получилось у Григория. Мустафин с Ахмедзяновым навязывают борьбу в чужой зоне. И обратите внимание, втроем они там находились, да, непонятно как бы сложилась ситуация, если бы все-таки шайбу отобрали. Здесь уже ответные действия в исполнении уральца. Но, к сожалению, Дмитрий Максимов теряет равновесие, и атака на этом завершается. Выход
можно сказать, 2 в 1, да, но на таком очень коротком отрезке Александр Каров с коллегой находились в одной плоскости. Хисамудинов, бросок, Ахунов разворачивается и снова бросок Хисамудинова. В этот раз тоже отражает Ахунов. Пихенько направо. Гудедурин. Пихенько обратно получает. Под свой контроль шайбу. Далее на Хисамудинова. Хисамудинов. Что это было? Попытка сменить фланг атаки или просто передача на Хабирова? А последний, скорее всего, принять полноценно не смог. Каров. Хисамудинов. Каров. Каким образом сейчас шайба не попадает в ворота, известно, наверное, только одному рефери, потому что с той стороны он находился, но опять же про тему ракурсов, да, с нашего здесь как будто казалось, что вот-вот сейчас прям шайба закатится. Каров. Произвести бросок не получается. У Александра. Так, ну как-то у нас уралец в своей зоне подсели, да. Пользуется этой возможностью БГК. Вот попытка как-то высоко встретить, уйти высокий прессинг. В исполнении Габидулина была, но один противопоставить ничего не смог он в той ситуации. Сакаев. Калач. Казаков, как лихо, да, отобрал рабочий инструмент у Меркулова, но Меркулову не страшно это, он даже без клюшки готов продолжать держать оборону своей команды по футбольному пытался, да, как-то вынести из зоны там игровой снаряд. Клюшка была в нескольких метров, но она была в тот момент ему не нужна. Здесь выход опасный уральца. Газизов с партнером, но не сумели доставить неудобство Корнилову. Сакаев не успевает. По диагонали пас, казалось бы, не точный, но Сакаев подбирает вовремя бросок. Траектория не та. Озеров. Катали, возили и на положение вне игры привезли в итоге. Уважаемые болельщики, у нас это второй матч в рамках игрового дня БХЛ, и довожу до вашего сведения, что в 18:45 у нас состоится еще одна игра, в которой примут участие команды Транснефть Урал и команда БЭСК. Ну, на самом деле неплохо, наверное, да, что Ахмадуллин сейчас помог Ахунову там, потому что до этого, так, дай бог памяти, вторая шайба, которую оформил Денис Хисамудинов, был бросок, не смог зафиксировать Ахунов, и уже вот на добивании все-таки заставили шайбу пересечь синюю линию. И сейчас, учитывая эти факты, Евгений Ахмадуллин подстраховал коллегу. Отчасти очень
приятно было наблюдать такую картину и, собственно, показывает нам, демонстрирует это определенный игровой опыт, да, как Ахмадулина, а может и Ахунов подсказал сам. Мы, конечно, не слышали, но тем не менее. Сам факт. А 6 минут с небольшим остается до окончания второго периода. И пока мы от уральца не видели заброшенных шайб. Время идет, силы уходят. Так, Григорий не дотягивается. Нет, здесь уже под свой контроль берет на Габидуллин игровой снаряд. Выходят они вдвоем против одного Ахунова. Ну, такие не берутся уже. Да, друзья. Это Александр Каров. Разыграли классно на двоих с Наилем Габидуллиным. И, ну, никаких шансов уже практически не было здесь у Ахунова. Да, посмотрим еще раз этот момент на повторе. Сильно вправо оттянул его Габидуллин. Ну, хотя, в принципе, положение это правильное, да, занимал у нас Рустем Ахунов. И по этому направлению же выдвинул клюшку. Но что, исходя из того, что занял лежащую позицию, то чисто на опыте просто Александр Каров фактически приподнял шайбу. И уже мы видим, как еще одна побывала в воротах уральца. Хисамудинов хэт-трик, да? Не стал выкатываться за ворота Денис. Дождался все-таки своего момента. Казалось бы, угол уже был достаточно острый, но ты браво его партнеру, который все-таки не стал бросать сам, сделал обратный пас на Хисамудинова. Так, двигаемся дальше. 0-5 на табло. Ну что ж, подбили. Здесь Станислава Калач. И, конечно же, реф разглядел нарушение правил. Степан Полянский направляется в штрафной бокс. При этом еще пятюньку успел дать кому-то из организаторов. Или доверенных ему лиц. Калач сам пошел на вбрасывание. Камиль Гулов от уральца вчетвером будет действовать депутаты госсобрания. Ларис Акаева в борьбе против двоих сразу. Гулов с напарником препятствовали его прохождению в глубину обороны. Ну, смотрите, честно говоря, даже БГК-то особо и домой не торопится, да, возвращаться. Уж больно плотно осели в своей зоне представитель команды «Уралец». И, к сожалению, все реже и реже мы видим их атаки. И Самудинов заходит слева на этот раз. А вот здесь ошибочку допускает БГК. И будет ли какое-то
Дмитрий Максимов пользовался возможностью. Какое-то, хотел сказать, наказание, но, наверное, не совсем эфирное слово, да? И в целом просто хотел дать понять о том, что такие ошибки не стоит допускать. Игрокам БГК Уралец, да, как-то меньше атакует в последнее время. Кажется, что все меньше и меньше сил становится у игроков. И более того, в меньшинстве, напомню, они играют. Но тем не менее, это не повод допускать ошибки в своей зоне. И так вот Команда Уралец играет в полном составе. однажды Уралец может этим воспользоваться. Хисамудинов. Взятия ворот нету. Отчетливый звук Последние минуты второго периода. касания штанги мы вместе с вами слышали, дорогие друзья. Хабиров. Вдоль борта. Хисамудинов за воротами. Открыт Каров. В теории можно сыграть через него. Да, получает Александр передачу. Далее отдает на Габидулина. Тихенько открытый на синий. «20 секунд остается у нас до свистка. Эдуард Хабиров последний касался уже шайбы, но при этом Рустем Ахунов все-таки надежно зафиксировал игровой снаряд. Сейчас прозвучит сирена. Второй период окончен, уважаемые болельщики. Давайте немножко переведем дух и вернемся совсем скоро. Все внимание на экраны, дорогие друзья. Уралец и башкирская генерирующая компания проводят свою очередную встречу. Третий игровой отрезок 0-5 ведет в результате башкирская генерирующая компания. Так, попытка добивания в исполнении Иванова не удается на данный момент. Дмитрий Корнилов. Забирает в ловушку шайбу. И тем самым мы перемещаемся на точку в бросоне. Калач от белых. Едва ли не потерял равновесие, но благо все в порядке. Можем продолжить дальше. Камиль Гулов от Уральца. Зеленый в атаке. Гулов, по-моему, здесь, да, был на этой позиции. Но нет, там уже его коллега подъехал перед воротами. Сергей Иванов. Пытался как-то замкнуть. Сконцентрировать на себе. Игровой снаряд, но, впрочем, это не вышло.
Сакаев отдал передачу на Станислава Калач. Ну вот последний, несмотря на то, что метился в девятку, там Руслан Ахунов принял. А вот здесь момент создает у нас один из немногих. Сергей Иванов сейчас, да, выручает штанга Дмитрия Корнилова. И вот во втором периоде все реже и реже мы почему-то начали наблюдать атаки в исполнении уральца, но показывает нам, что перерыв пошел, скорее всего, им на пользу. Единственное, что нарушение численного состава 6 человек. Уральца, кто здесь пойдет? Отправили Юлию Краснову отбывать свои штрафные минуты, хотя как самого ценного игрока, как самого, позвольте выразиться так, прекрасно. И Самудинов под свой контроль взял игровой снаряд с Харовым, что там двоих пытаются придумать. Абиров вдоль синей линии здесь принимает на себя обратный пас Хабиров, и уже перед правлением на центр, где находился Габидулин, вот позиционная атака. Очередная у БГК пока не получается. Тихенько на Хабирова. Хабиров тут же направо. На своей позиции находится там Денисский Самудинов. И досадно. Шайба пересекает синюю линию. Но, впрочем, недолго времени она там находилась в средней зоне. Возвращается снова во владение команды депутатов Госсобрания. А тем временем в турнирной таблице, уважаемые болельщики, у нас интересная ситуация складывается. Так, что это было? Где шайба? Где наш оператор? Все в порядке. Продолжаем дальше. В турнирной таблице складывается интересная ситуация. Дело в том, что команду УФСИН... Ага, красного выпустили. Все здорово. Продолжаем играть 5 на 5. В турнирной таблице на первые и вторые места делят команду УФСИН и Транснефть Урал. Вы знаете, несмотря на то, что Управление Федеральной службы исполнения наказаний все-таки лидирует, да, на данный момент 26 очков у них в зачете, но очень плотно там наступает им на пятки Транснефть Урал, у которой в зачете 25 очков. Более того, у Транснефти фактически на данный момент 9 игр только проведено, а у УФСИНа 10. Игра с участием Транснефти состоится после этого матча, об этом я уже вам говорил. А и в теории, если нефтяники одержат победу в встрече с командой БЭСК, то тогда я думаю, что лидер турнирной таблицы-то у нас и может поменяться.
Калач, классная скидка на Усманова. Последний бросает, но не точно. Казаков. Озеров. Капитан команды. БГК. С давлением не справляется, но то здесь также партнеру помогли. Да, Усманову принять горизонтальное положение. А ответка от уральца. Бросок классный, но на месте Корнилов и фиксирует. Повтор момента на ваших экранах. А нет, все-таки разглядел там рефери, да, нарушение правил. В хорошем настроении пребывает наш арбитр, присутствует улыбка на лице. Отчасти говорит это нам о том, что все идет по плану. По крайней мере для команды БГК, конечно, не совсем по плану для уральца. На данный момент уступают они 5 шайб, и более того, еще и не получается пока никак забить. Небольшая пауза у нас. Да, нашел ту информацию, которую хотел. Главный арбитр встречи у нас Александр Степучев. Здесь просто волей судьбы. Я сегодня принимал участие в организации трансляций детско-юношеских игр. И там Александр тоже был в качестве главного арбитра. Так вот, хотел вам немножко донести информации, что, ну, так скажем, это не абы кто, да, во-первых, это арбитр Федерации хоккея, состоит он в Уфимской коллегии, имеет первую категорию, и в качестве главного судьи, вот, по крайней мере, на детско-юношеских матчах отработал 148 игр, дорогие друзья. Поэтому с опытом все в порядке. У Александра, если вдруг кто как-то затаил какое-то подозрение, то довожу до вашего сведения, что Александр Степучев очень опытный арбитр, которого привлекли в том числе и к судейству Башкирской хоккейной лиги. Усманов недолго находился на игровом поле, да, и уже возвращается обратно на скамейку штрафников. Ну, как-то не клеится пока игра. Так, ну, остановка за остановкой у нас здесь. То удаление, то положение вне игры. Конечно, ничего особо приятного, наверное, нет. Сбивается темп игры у хоккеистов. С одной стороны, возможность немножко перевести дух, а с другой стороны, когда частая остановка, наверное, потом уже начинаешь волей-неволей ждать такую еще одну, когда же можно будет в очередной раз немножко отдохнуть. Но нет, остается очень мало времени. Если у уральца, возможно, надежд на победу в этом матче остается, ну, прям уж очень мало, да, совсем от слова, вот, то, я думаю, болельщики будут рады, если бы хотя бы как-то команда какой-то некий такой гол престижа, да, сумеет организовать. И вот как раз таки на этот гол престижа
вполне наиграл уралец. И благо для этого есть еще время. Выкатывается довольно далеко Дмитрий Корнилов. И здесь уже Меркулов под свой контроль берет шайбу. Бросок по низу. Неточный. И, насколько я разглядел, рикошет там был. А вот здесь слева полуборка. Неплохо. Бросает представитель госсобрания. Усманов возвращается на лед. Надеемся, что третий раз подряд не будет он удаляться. Камиль Гулов с броском по классике. Ахмадуллин. Досадно на Гулова. Классный пас сейчас проводился. Но вот до логического завершения как-то довести не смогли. Уралец, может быть, сейчас нету взятия ворот. Разводит руками арбитр. Но когда же уже коллектив госсобрания как-то будет более реализовывать те возможности, которые предоставляет им коллектив БГК. Ахмадуллин показал, что будет бросать, да, очень близко сблизился с Дмитрием Корниловым, но вот такими обманными действиями пошел на второй заход. В результате атака продолжилась. Да, показывает нам, что уже разминается фактически следующая команда, да. Спасибо оператору. 3 минуты еще поиграем в третьем периоде и будем потихонечку готовиться к следующей игре. Григорий Дубань перехватывает Хисамудинов. Хабиров вступает в игру. Отбрасывает подальше от себя игровой снаряд. Здесь Габидуллин. Максимов. Досадно не пустили сейчас Иванова в свое владение коллектив БГК. И тут же контратака. Ну вот раньше, да, Наэль Габидуллин, его коллега, вступил во владение команды Уралец чуть раньше, чем сам Габидуллин. Степан Полянский проводил бросок, но сделать это полноценно не получилось у него. Корнилов. Калач. Пустой пока не будет у нас. 50 секунд еще до окончания встречи. Так, Калач, да, указывает там кому-то из партнеров, Усманову, да, он говорит о том, что встань, пожалуйста, на ту позицию, я тебе сейчас скину шайбу, но вот рядом находятся соперники, и вроде как бы это слышат, да, но тем не менее каких-то действий ответных
не принимает, а БГК все идет так, как они запланировали в этот момент. Усманов допускает ошибку и здесь перехватывает уралец. Ну надо уже, ребята, ту самую волшебную. Но не сегодня. И не в этой встрече. 0-5. Башкирская генерирующая компания забирает победу у уральца. С чем мы их, собственно, и поздравляем. Уралец держались достойно, но моменты, которые нужно было реализовать, к сожалению, для своих болельщиков не смогли их реализовать. БГК в своем темпе, в своей манере создавали свою игру, действовали по плану, смотрелись более активнее. Отсюда, собственно, и сам результат. Уважаемые болельщики, матч окончен. До встречи на следующих играх БХЛ. С вашего позволения, разрешите откланяться. Всем пока.